3 восьмерки. Городах, красавица, надо сейчас заснять вечерний Карадаг. Вот так вот с трассы. Красавец. А время сколько? 20:41. Нормально. В 9 будем в Коктебеле. Правда, не успеем заехать на смотровую. Которая в этом. О, Гармин потух. Да, не успеем на нашу смотровую заехать. У подножия Карадага. Ну, ничего страшного. Фух. Всякие летают паразиты. Погнали, погнали. Фух. О, лошади. А что это они здесь гуляют? Лошадки. Запах только что был такой от какой-то травы, такой ароматный. Вот тут винограда уже такие эти листья. Уже пора собирать, наверное, июльский. По-любому. По-любому июльский. Наверное, или синий, или белый. Или и то, и то. Фух. Подъем, 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 подъем. Пойдем, 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 пойдем. Тащим, тащим, тащим. Переключимся. Нам спешить некуда уже. Будем ехать не спеша. Да, под вечер так свежо стало. Но это не весна, и не осень, и не зима. Ну, не осень, и не весна. Нормально. 26-27 это вообще пойдет, да. Днем жара была. Ну, днем, кстати, сегодня не такая сильная жара была, потому что ветер был.
такой прохладненький. Вот. Сейчас станем там дальше. Включим освещение заднее дополнительное. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И я везу с собой кота и собаку тоже на моря, южные края. Станем. Да, тут винограда полно. Все, погнали дальше. Куда же они эти на мотоциклах ездят? Куда-то влево здесь. Непонятно. А вон видно отсюда. Мыс Хамелеон и Орджоникидзе. Ну это буквально секунд 5 и все. А если скорость как на машине, то там буквально секунда и все. Свежо, блин. Свежо, свежо. Погнали. Мы уже в Коктебеле.
Как теперь сидя?
ветер встречный фигачит. Пойдем, пошел. Закатик он. Тайган, парк Львов, Белогорск, YouTube канал Человек-Лев. Прикольно. Да, я был много раз в этом парке. Офигенно там, да, территория большая, зверей много, львов много, тигры там, обезьян куча там, пантера есть даже. Потом уже в последнее время они слона туда доставили. Ну, много зверей, да. Вот, блин, автобус выезжает. Черт. Фу. О, резко он стартанул. Проскочили. Повороты эти, да, машины. Кто выскакивает, а кто ждет. Здесь смотрят на свет такой, думают, что машина едет, думают, что не успеют выехать и стоят, ждут, а я потом ближе подъезжаю, а они такие: блин, велосипедист. Типа вот такого, как-то так, да. Не прожимайся, козел. Прожимаешься. Есть дорога, можешь чуть левее, тем более машина маленькая. Фух. Ну вот сейчас уже доедем до поворота в горы и свернем в горы. А чё нам? В горах лучше. На трассе хорошо, а в горах еще лучше. Вот такая есть пословица или поговорка. Закатик. Закатики, рассветики. Но лучше закатики. А рассвет это вставать врань. Ну его в баню. А закат это легко вообще. О, 9 часов уже. Ну, нормально. Да, рассвет это явно не мое. Вот закат, да. О, на мотоке. Не, в принципе, если на мотоцикле не летать, а ездить аккуратно, ну 100, там 120, да, ну и смотреть, да, дорогу, то как бы
один там с Белоруссии путешественник на мотоцикле там в Иране путешествовал, в Ираке, где-то еще там, в общем, много где там поездил. И все на мотоцикле. Ну, такой у него, типа, как спортивный, только не спортивный. Ну, типа, что-то между спортивным и Харли Дэвидсон. Вот, типа, что-то такое там. По-моему, Honda, что ли. Вот. Я объездил там дофига. Но он именно, ну, ему там где-то лет под 50. Он не гоняет, чисто ездит так, не спеша, аккуратно. Вот такие дела. На самом деле, да, и на машине можно попасть где-нибудь, с кем-нибудь столкнуться и на мотоцикле, и на велосипеде. Но, конечно, больше безопасность это в машине. Но если скорость 80, даже 100, то эта безопасность особо, не знаю, может и спасает, но все равно на скорости, чем больше скорость, тем как бы серьезней травмы, всякое такое. Ну, смотря как, да, улетишь куда, в кого, как, что. А так, да, если брать вот машину, мотоцикл и велосипед, то самое опасное, мне кажется, это все-таки мотоцикл. Во-первых, 2 колеса, во-вторых, защиты 0, а в-третьих, это скорость. Вот. И то есть на скорость, если ты где-то кого-то что-то как-то или в тебя там, то как бы очень серьезно все. На втором месте, наверное, идет все-таки велосипед, потому что скорость небольшая, если ты где-то что-то улетишь, ну, травмы будут, да, там, ушибы, там, растяжения, вывихи, там, может, что-то еще-то. Вот. Как бы, да. Ну, на первом месте, да, все-таки по безопасности машина, да. Там и впереди там безопасности, там, ну, переднее сиденье, пассажирское, задний, там всякие, да, уровни защиты. Ну и, конечно, чем дороже машина, тем она и там всяких наворотов там, да, хватает. Ну, вообще, да, смотря куда и как, что попадешь. Может, даже и машина не спасет. Вообще, да, надо ездить осторожно, аккуратно, осторожно. Так, ну а мы же тут поднялись, ну, то есть свернули на тропу здоровья. Сейчас поедем в Орджоникидзе. О. Ой. Вода просто вкуснючая. Особенно если кофе выпил. И вот чуть попозже водичку пить, это кайф. Ну ладно, погнали, в общем, на тропу здоровья, в горы и покатим домой в Орджоникидзе.
конечно, здесь никого нету. Только я и вы у экрана смартфона. Да, сейчас все смотрят видео, фильмы, все в смартфонах, все в телефоне, все, ютубы там, разные соцсети, все в смартфоне, интернет у всех. А раньше, блин, капец, там телефон был даже не сенсорный, кнопочный. Интернет вообще там на телефоне даже не могли и думать, что будет интернет, что можно было подключаться, а еще смотреть на телефоне фильм или там музыку. Ну, была музыка, это не MP3 формат, не WAV, а как он там назывался уже, не помню. И были такие пип-пип-пип, там пип-пип-пип, всякие, ну, пикалки. Забыл, как этот формат называется. А потом уже появился MP3 формат. Потом уже можно было на телефоне слушать нормальную музыку в MP3 качестве, слова, все вот это, потом еще скачивать, да. А потом, как появился интернет, телефоны с интернетом, это вообще было просто нечто. Там первые там телефоны, все там, о, нифига себе, у тебя такой телефон, а у меня вот такой, а у меня фирма такая, там Sony Ericsson, Samsung, там Nokia. Раньше Nokia рулила. Ну и Samsung, да, был. Вот. Айфона вообще еще не было. Даже ни первого, ни второго там. Вообще не было. Sony Ericsson тоже рулил. Разные там крутые были модели. Надо сходить в одно дело. Вот. Ничего не было. Сейчас, опа. Секунду. Так, ну что, погнали по тропе здоровья в Орджоникидзе. И вот за что я рассказывал, что телефоны, да. И вот, короче, Sony Ericsson были разные там модели, там с MP3, там без MP3, там разные камеры там были. По-моему, тогда были камеры 2 мегапикселя, что-то 4 мегапикселя, 5, 6, вот где-то так. 8 мегапикселей, помню, было. Все там 8 мегапикселей, да нифига себе. Вот эта камера там снимает там. А сейчас, блин, 20 мегапикселей, 25 там, да. Вот. Это. И, короче, а потом, когда Sony Ericsson раз, и оп, все, их нету, перестали их делать. А кто их делал, я даже не помню. Как-то время прошло, и все, исчезли вообще с рынка. И остались Samsung, Nokia, а сейчас даже что-то я не помню. Сейчас Nokia есть. Да, наверное, есть, да. Вот Nokia, Samsung остались. Сейчас много всяких китайских. Ну и вот рулит сейчас Samsung и iPhone. Вот. Так что раньше, да, блин, раньше даже интернета не было. Думали, как же посмотреть фильм там или, блин, что-то. А сейчас, блин, что хочешь. Смотришь там. Вообще, да. Настолько все изменилось. Да. Опа.
Погнали, 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 погнали. Погнали, погнали, погнали. Притопим маленечко. Поднажми, братуха. Да. Let's get this thing started. Так, тут пока без дорога такая себе. Не очень. This is the track for all the fellas in the club. Trying to do what the lady tell us to the job. Да, никого вообще. Один я тут Last езжу. time so rich and famous, you were no celebrity. Ну, можно еще встретить туристов, которые вечером с Johnny бухты be free. возвращаются к своим машинам. Они обычно машины оставляют вот там на вот дороге и идут пешком в тихую бухту. Потому что не все как бы хотят ездить в тихую бухту своей машиной, потому что там дорога, во-первых, вся пыльная, а во-вторых, вся вот такая грунтовая, вся в ямах. Вот. И многие, я знаю, оставляют вот с левой стороны там на вот дороге дальше там машины, берут вещи и, короче, идут пешком в тихую бухту. Ну, это идти пешком минут 30 где-то, 40, где-то так. Let's get this thing started. Птица. Птица сидит, думает, такая, думает, черт, что ты тут делаешь, велосипедист? Да. А машинами здесь ездить вообще даже нельзя. Только я не знаю, кто тут смотрит. Ни разу тут никого не встречал, никакого там смотрящего, егеря, лесника или кто тут вообще. Ну, тут и зверей даже никаких нету. Если, например, в Ялте заповедная вот эта зона, там как бы звери есть, и кабанчики дикие, и много косуль, и какие-то там еще обитатели, то здесь вообще никого. Ну, может быть, какие-то там где-то бегают лисицы, но это не, ну, это не повод, чтобы называть заповедная зона. Должны быть много всяких разных животных. А вот в Ялте там, да, там, короче, разновидностей много. Это я только знаю, что вот всякие косули, кабанчики, ну, лисицы, понятно. Ну, и разные там птицы, может, разные виды там, может, что-то еще там есть. Но там именно, да, заповедная зона у них считается. Там они кормят животных, там и жирафы, там они ездят на своих мотоциклах, эти лесники.
Там и фотоловушки ставят специально, чтобы если кто-то попадется на фотоловушку, у них сработает сигнал, и они тут же выезжают на место. Так что как-то так. А здесь что? Здесь вообще я даже не знаю, что там они поставили в некоторых местах, что нельзя ездить на велосипедах. Что тут вообще? Ну, горы лысые. Ну и все. Лисицы бегают там. И все. Кто тут еще? Не знаю, кто тут еще есть. Тут на джип-туры уже ездили. По-любому. Ну, в такое время здесь только я езжу. Один я такой вечерний. Ладно, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.